Никто проигрывать не садится. Все садятся выигрывать. Были такие случаи, когда людей из домов выселяли, продавали их дом, отнимали у них. Все построено на каких-то дьявольских законах против человека, против его совести, против его чести и против его жизни. Взять за уши и заставить выплатить этот долг. Они тебя побьют, они тебе предъявят, они всем людям скажут, что ты непорядочный. Люди хотят, с чего хотят? Красиво жить, хороший телефон, машину, красивую одежду. В голове у меня не складывается, за что. Разве это стоило того, чтобы оставить своих детей одних сиротами? Уже прошло 2 года, но я до сих пор не могу понять, что стало с ним, почему это произошло. У меня с мужем были хорошие отношения, и мы, конечно же, ругались, ссорились, но он знал, что мы его любим. У меня есть догадки, но в одном я точно уверена, что кто-то на него давил. У меня нет доказательств. Но накануне трагедии его не было дома пару дней. Я очень сильно переживала по этому поводу, не знала, что вообще мне делать, куда обратиться, потому что никто не знал, где он. Вообще люди до последнего не понимают, что трагедия может произойти. Кажется, что вот с кем-то это случится, со мной точно нет. Несколько лет назад у него был долг. Очень крупная сумма для нашей семьи. 500 тысяч. Это было очень много. В семье был очень грандиозный скандал. Подключили даже двоюродных, так как у нас не было такой суммы. Заработать такие деньги мы не могли. Собрали с трудом эти деньги. Сам он сильно переживал в силу своего характера скрытого. Внешне это проявлялось не так сильно. Нервничал не только он, но и его братья тоже. Потому что это позор был и для них, если бы они вовремя не отдали бы эти деньги. После этого было немало в семье разговоров с ним, что вот мы не можем больше платить его долги. Он обещал, сказал, что больше не будет играть. Я думаю, что у него были какие-то мелкие игры, но мы об этом не знали. С этого момента до его смерти уже 4 года прошло. После смерти у него остались долги небольшие, 40 тысяч, где-то потом 80. Но по поводу такой крупной суммы к нам никто не обращался. Может, он просил денег, помощи, но не знаю, наверное, никто не оказал ему помощи, и когда он отчаялся, другого выхода не нашел. Трудно говорить о том, где он умер и как. Слишком тяжело, как нелепо, как бессмысленно. Трагедия случилась, наверное, когда он понял, что платить за него мы точно не сможем. И чувство вины его мучило. Но уверена, главное было давление. Он не такой человек, смельчак, да из таких смельчаков, которые готовы умереть может даже угрозы были. Оставить своих детей, жену, родителей. Он бы сам на это не решился. Мы ведь знаем, как называют тех, кто должен долг, карточный особенно. Они же изгоями в обществе становятся. Молодые люди, которые должны были семью создать, в утешение родителям жить, на пользу своей стране, во славу Бога. И, к сожалению, дьявол путает людей. Он же клеветник, обманщик. Это такой рекламодатель, такого в мире нету.
что он людей путает. И все они это вот придумывают, сочиняют, и потом сами не могут жить. То, что люди придумали, это им все мешает жить нормальной жизнью. Иди на работу, устройся, радуйся жизнью. Бог все дал, все, что есть у Него, Он поделился с нами, чтобы мы жили с Ним рядом. Все это во благо использовали свое, ближнего. А люди придумывают вот такие вот правила, такие игры, жизнь эту. Тот, который стреляет или в петлю лезет, в первую очередь, ну, тот, который тоже к этому подвел, он тоже соучастник, понимаете? Это перед Богом они будут отвечать. Никто не вправе человека жизнь отнимать. Не он сам свою и не кого-то. Я же не знал, я на тот период был в лицее, учился, за мной приехали. Приехал, Ваху Григория приехал за мной и поехали домой, говорит. Я ему сразу говорю: Ваху, что-то случилось, говорю? Нет, говорит, все нормально. Не знаю, почему я так сказал. Ну, собрались мы, ничего не подозревая, но он-то всем объяснил уже. И все так угрюмые уже, понятное дело. Тихо мы приехали, Новый Афон, домой. Поднимались, смотрю, там люди идут. С дома спускаются, я живу выше монастыря, 500 метров здесь, улица Орлиное гнездо. Люди идут уже от нас. И вот парнишка тоже, брат-одноклассник, мне сказал, что ты не знаешь, говорит, вот брат твой застрелился. И все. Я сказал: Ваху, это правда? Но он-то не ответил ничего. И тихо пришли домой, все, я увидел, что у нас в доме. Такой траур, беда такая произошла. Мне 13 лет, ему было 16. Нас сколько уже связывает моментов хороших, плохих, всяких разных. Брат, вместе жили, рядом спишь с ним, с одной тарелки кушаешь, ходишь. До этого он поступил в Сухуми, учился. Ну, там новые знакомства, друзья. Сейчас улица все-таки иначе воспитывает, да. И вот, видать, там он это все уже началось. Там же вся Абхазия туда едет, понимаете? С разных городов едут дети учиться. И встречаются, общаются. И вот было такое, что он хотел уже жизнь самоубийством покончить. Его папа все увидел, остановил, говорили, ну так нормально все поговорили. И потом не помню, через какой-то период это все произошло. Все, у нас дома ничего уже не было, ни оружия, ничего. Ну, ружье это было. Узнавали потихонечку все, что это вот все связано с карточной игрой. Сумму не знаем мы. И людей этих не знаем, с кем играл, да. И все равно отец горем подавлен, ему не до этого было, чтобы искать кого-то. Да, друзья его хотели, давайте узнаем, то все, разберемся. Папа сказал, давайте потом, то все. Потому что горем убитый человек, сами понимаете, пережить своего ребенка я ни одному родителю не пожелаю. Вообще, когда мы говорим о такой проблеме, какой является суицид, прежде всего вот мы должны исходить из того, насколько наше общество религиозно, насколько наше общество понимает то, что такое закон Божий. Для верующих людей, которые сохраняют закон Божий, они вопрос суицида не могут принять как нормальный выход из проблемы, то есть самоубийства. Вот в нашем обществе, в том числе криминальном обществе, да, как установлены законы. Вот люди проиграли в карты, и тот человек, который выиграл крупную сумму денег, он, насколько я знаю, должен часть этого тавана отдать ворам в законе, преступникам. Значит, это уже бизнес. А этот бизнес может закончиться и кровью, если человек сам себя убивает из-за невозможности отдачи долга, возврата этого тавана. То есть все построено на каких-то дьявольских законах против человека, против его совести, против его чести и против его жизни. Потому что нельзя говорить о чести, когда все-таки потом переходит проблема в тему, касающуюся денег и для кого-то, как я уже сказал, бизнеса, кто зарабатывает на этом возврате долга. Где здесь какая-либо толика понимания того, что это богопротивное явление?
Где здесь понимание тех людей, которые крещены, будь они христиане, или же традиционно там мусульманами себя называют, что они против Бога этим не грешат. Понимают ли это люди? Я думаю, что они этого не понимают. Все мы называем себя мужиками, мужчинами, да, которые отвечают за свои слова. Когда ты садишься играть, тебя никто не заставляет это делать. То есть это твой осознанный выбор, ты азартный человек, да, ты начинаешь играть. Естественно, эта игра имеет какой-то интерес, да, в основном это финансовый, то есть на какие-то деньги они играют, мы играем, да. Вот. Человек, который сел играть, и он понимает, что он эти деньги в любом случае должен отдавать. Вот. И, естественно, это касается чести, достоинства этого того человека, который должен, да, который проиграл, он должен сдавать. Но все мы относимся к этому очень серьезно, потому что это касается нашей чести. То есть мы, если человек не сдал, да, талант, как оно называется, да, у нас в народе, не сдал, он теряет свое достоинство, потому что не выполнил свои обязательства, за свои слова не ответил. Потому что это касается чести. Если он его не сдаст, то среди нормальных, среди достойных ему места уже не будет. Но при любом раскладе, вот он, допустим, просрочил, да, он должен был сдавать завтра, но не сдал. Ему предъявят, но эти деньги в любом случае он все равно должен отдавать. То есть от того, что он сдвинул фуфло, ему этот долг никто не прощает. Могут специально обыграть, потому что человек это им не интересен. Его не хотят как-то унизить или, не знаю. А есть такие люди, ну обыграл он его, да, допустим, и он знает, что он ему должен. И не напрягает так. Но ему интерес только деньги. А сам как личность, ну, живет своей жизнью, ну, он мне должен и все. Какой смысл человека сделать так, чтобы он повесился или застрелился, а потом где деньги брать, с кого брать? Это его жизнь, он играл сам, его никто не заставлял. И он никого под отвечание не ставил, чтобы за него кто-то заплатил. Да. Свои правила, да, все там свое. Придумали они, вот и живут этим. А есть люди, как акулы, можно сказать, извините, что так говорю, им все равно, человеческая судьба, человеческая жизнь. Да, он его обыграл, и все, он на него сел и не отпускает. Но можно все равно какое-то сострадание проявить, проиграл. Хотя они сами же проигрывают, не всегда человек выигрывает. Попадает в такой же ситуации. А вот они придумали такое, что дело чести. Это все не писанное, людьми придумано, это психология человека. Легкие деньги, понимаете, стыдно работать. Это что такое? Стыдно как работать? Работу стесняться нельзя. Я сам тоже где только не работал. И на футболе мы зарабатывали денежку. Было и не было, ну по-разному бывало. И на стройке работал, в охране работал. Сейчас вот здесь, в Божьем винограднике работаю. Я не стесняюсь свою работу. Я ничего плохого не делаю. Ничего зазорного не делаю. Правильно? А им легкие деньги нужны. Легкие деньги не всегда честно, не всегда правильно, не всегда на пользу. Понимаете? И вот начинают какие-то законы сами придумывать, играть, обыгрывать. Да, дело прошлое, давным-давно я тоже играл. Я никогда не было, чтобы я на что-то играл. На приседания. Ну, это все равно балластовая улица, все бывает, знаете. И вот после этого случая с братом я тоже негативно к этому всему отнесся. А после церкви вообще, зная, что это азарт, что это плохо, ни к чему хорошему это не приведет. Начну там с дурачка играть, потом дальше больше приседания. Одна сигарета, две, пачка, блок, машина, дом, честь, смерть. Есть люди, которые вот выбрали для себя путь игрока, да, которые играют в карты, которые играют в нарды, делают просто ставки, там, ну, любые азартные игры, они занимаются любыми азартными играми. Что они делают? Например, на свадьбе, да, у нас в Абхазии очень часто практикуется, когда обычные игроки, который не приглашен на свадьбу, он не знает вообще никого на этой свадьбе, да, он посторонний человек, он приходит на эту свадьбу, находит тех, которые хочет сыграть. Естественно, он выискивает более слабых игроков, которых он может обыграть. Находит этих людей, начинает играть, выигрывает там сколько он хочет. Допустим, да, игру закончили, он идет туда, где список, записывает от своего имени деньги, 2-3 тысячи и уходит с этой свадьбы. А в тюрьме, допустим, да, вот ты первоход, например, да, вот как человек, который попал первый раз в тюрьму. Молодой парень, особо неопытный, не знает, как себя вести, но хороший человек.
Он попадает в камеру, где сидят опытные зэки. Они смотрят на этого человека, видят, какой он, если он какой-то лошок, образно выражаясь, да, они его начинают заманивать. Давай, братишки, перекинемся, времени полно, поиграем во что-нибудь. Тот, естественно, начинает говорить, я не умею играть, не знаю, как, что он остерегается, естественно. Ну, они начинают ему закидывать, ну, дам сидеть с тобой еще там 2-3 года, давай время как-нибудь убьем, давай перекинемся в картишки, я тебя научу, ничего сложного нету, мы здесь не играем на какие-то там деньги, вот спички, давай на спички играть. Ну, тот, естественно, поломается, но потом в итоге он соглашается. Его начинают учить играть. Но его начинают учить играть именно по правилам. Как правильно играть, как надо раздавать, у кого какие карты там выигрышные. И все. Но как карты подтасовывать, естественно, его не учить не будут. Они начинают ему поддаваться. Вот и смотри, как у тебя получается. Ты видишь, как ты меня обыграл, ты думал, что у тебя там не получится. И тогда начинают, играют. Он может его заманивать до такой степени, что этот человек подумает, что на самом деле у него был, оказывается, какой-то там некий скрытый талант. Он в себя начинает верить. И уже начинают играть уже по-крупному. И все, уже его начинают потихоньку обыгрывать. А его это начинает злить, понимаете, потому что он всю дорогу думал, что он такой хороший игрок, профессионалом стал, и вдруг его этот человек, который всю дорогу ему проигрывал, начал его выиграть, его это злит. Он начинает все больше и больше входить в азарт, лишь бы его обыграть. В итоге он залезает в яму, из которой, естественно, выбраться ему будет очень и очень тяжело. И все, потом начинаются оттуда звонки родственникам, близким, помогите, я тут проиграл, мне надо сдать талант. Значит, тот вопрос, когда говорится о том, что надо вернуть долги, там родственники или друзья срочно начинают собирать эти деньги, да, он идет, это же спекуляция на том, что тот, кто проиграл, его обесчестит то, что он вовремя долг не вернет. А то, что кто-то медленно умирает от рака или от какой-то другой болезни, и будь это ребенок или взрослый человек, и друзья, и родственники не могут собрать мгновенно такую сумму, а все-таки смотрят со стороны и фактически видят, как медленно погибает этот человек. Как это объяснить? Вот я не могу, например, этого объяснить. Здесь подмена понятий. Для меня это то же самое, потому что там ты свое слово даешь, что в игре ты свое слово даешь. Просто в игре это, там, как правило, играют те люди, которые такие проступки не прощают. То есть они тебя могут взять за уши и заставить выплатить этот долг. Они тебя побьют, они тебе предъявят, они всем людям скажут, что ты непорядочный в игре. Но когда в долг ты берешь, ты, как правило, берешь у кого своего друга, у своего родственника, у того, который тебе каким-то боком близок. Естественно, этот человек не будет выносить это на люди, чтобы тебе там какое-то имя дать. За стол игры в карты может сесть каждый. Вопрос, они сами друг другу этот вопрос задают. У тебя достаточно средств в кармане для того, чтобы ты позволил себе такую игру. То есть они сами, может быть, и предупреждают еще друг друга. Не садись играть, если у тебя нет стольких средств. Потому что когда речь зайдет о том, что ты в азарт войдешь и проиграешь сотни тысяч рублей, и у тебя не останется выбора, как пойти повеситься или застрелиться, то это, конечно, уже страшно. Но человека как бы предупредили, что ты должен знать, сколько ты средств можешь потом отдать в случае проигрыша своего, да? Вот. Речь идет об азарте. Речь идет об азарте людей, которые не включают вовремя свои мозги и не останавливаются там, где это нужно остановиться. Но мы же знаем такие же примеры и в других проявлениях, будь то алкоголизм. Люди садятся за стол, но они пьют и пьют до тех пор, пока свое достоинство человеческое не теряют. Становятся наркоманами, употребляют столько наркотических средств до тех пор, что уже от них только остаются кожа до кости. Вот так все это происходит. Да, конечно, неприятно, когда человек, с кем ты играл, из-за того, что там ты его обыграл, он покончил с собой. Но это мы же все понимаем, да, когда он сюда приходит, он этот выбор сделал сам, он пришел туда сам.
И, естественно, если он мой друг, допустим, какой-то, я с ним сам никогда не сяду играть. Я со своим другом, со своим близким, со своим родственником я играть не сяду. И, как правило, игроки никогда не садятся играть против своих друзей. Они садятся против тех, которые им посторонние. То есть этот человек мне никто. Я за него переживать, как правило, не должен. Если он с собой покончил, да, значит, он отнесся к этому до такой степени ответственно, что он не смог перенести тот факт, что он теперь непорядочный. Вот он не может это вот себе как-то принять, этот факт, это ему было уму непостижимо, поэтому он с собой покончил. Люди хотят, с чего хотят? Красиво жить, хороший телефон, машину красивую, одежду. Даже есть состоятельные люди, которые играют, которые все имеют, которые не знают, куда деньги потратить, да? Он имеет потребность, он зависимый, поэтому они в казино проиграют все деньги. Однако он же все имеет. А есть, которые не имеют, средний класс или низший класс. Они хотят заработать эти деньги, понимаете? А где-то, не знаю, какой-то образ жизни, может, ведет, для него это там необходимо, потому что там так живут. И он с ними живет, ему это нравится, понимаете? Это психология людей такая. Но проиграть никто не садится, еще раз говорю, никто. Даже тот же, который новый. Они могут ему дать, он выиграет чуть-чуть. Понимаете? Как бы сказать, погладить его, чтобы лох не убежал. Как турецкий гамбит, да? Дать там, а потом все забрать. Я лично не знаю тех людей игровых, которые на этом разбогатели. Да, есть люди, которые неплохие суммы миллионами выигрывали, но, как правило, их проигрыш всегда больше, чем то, что они выиграли. Потому что это не бизнес для них. Это азарт, это их сущность, они по-другому не могут, они должны играть. Они не могут, это как наркоманы, это то же самое. Наркоманы убивают себя, свой организм, свое здоровье, а игроки убивают себя морально и, естественно, на ноль сажают свою семью. Вот в чем разница. Наши друзья, знакомые говорили о том, что сказал бы, да, никто ничего не пожалел бы, дал бы. Но, однако, видите, вот ребята так поступают. Поэтому надо говорить, не надо стесняться. В беду ты попал, должен объяснить. Все люди ошибаются, бывает такое. Но это все можно же как-то исправить общими усилиями. Для чего мы друг другу нужны? Родные, близкие, друзья, да? Чтобы друг другу помогать, чтобы общаться между собой. И духовно, и морально, и физически, и финансово друг другу помогать. Понимаете? Это же общество собирается и решает. Могут решить, ладно, не трогайте там. Пожалеют. Перекинут это все. Срок оттянут. Потом, может быть, отдашь. Хоть и не вовремя это отдал, понимаете? Опять от людей зависит, с кем ты играл. То, как на это смотрит. А так зачем человека обижать, даже если он проиграл? Но он тебе сдаст, куда он денется. Он отдаст эти деньги, он знает, что он проиграл, он должен. Зачем обижать его, оскорблять его? Понимаете? Правда? Да, я уважаю правду, я уважаю справедливость, но для меня больше всего милосердие и любовь, понимаете? Потому что эта правда может куда загнать? В петлю, или человек может застрелиться, понимаете? И на ком это все? Я тоже соучастник этого убийства. Потому что я мог бы человеку все равно сказать, ничего, сдашь там, и проиграл попозже, да, или частями. Понятное дело, тот играть не перестанет, хоть он, не знаю, может, кому-то это и поможет. Кто-то скажет, вот так поступил, слава Богу, я больше не буду играть. Это сдам и больше не буду. Но это мало вероятности, чтобы человек так к этому подошел и подумал, что Господь дал ему шанс уйти от этого всего, от этой беды. Сейчас у нас в Абхазии редко были случаи, когда из-за карточных долгов кто-то кого-то там преследовал. Были такие случаи, когда людей из домов выселяли, продавали их дом, отнимали у них. Когда они видят, что он не может найти деньги нигде, негде ему взять, у них отнимали дома. Такие ситуации были. Они это делают с тем, который этого заслуживает. Бывают такие люди, которые на самом деле очень хороший человек, порядочный, нигде никогда плохо себя не вел, но проиграл и не успел сдать в срок. Им не прощают, естественно, да, но они знают уже то, что они фуфло двинули, и дают им сроки. Это уже как обычный долг идет, да, когда ты мне принесешь деньги, начинают родственников дергать и так далее. Но никто никого из-за этого еще не убивал. Они, как правило, убивают сами себя, те люди, которые в конце только осознают, во что они влезли, во что они втянули свою семью,
вся семья страдает, понимаете? Вся семья страдает. Если это человек несостоятельный, который не имеет денег, 99% страдает вся его семья. В основном списывают этот долг. Естественно, человека уже живых нету сейчас за случайный выигрыш, да, это деньги воздушные, то есть они ниоткуда пришли, этот человек их не заработал. Идти и заставлять семью выплачивать эти деньги, такое очень редко бывало. Я лично таких ситуаций не знаю, когда после того, как человек с собой покончил, и кто-то приходил в семьи, что-то требовал. Такого я не знаю. Надо с семьи тоже начинать общаться, еще раз говорю, с детьми, говорить о их душевных качествах, что у них на сердце, в разуме. Также и в школе пусть что-то говорят. Понимаете, образование, еще раз говорю, все это хорошо, но надо все равно общаться с людьми. Многие замкнутые, да? Бывает, с человеком поговоришь, и так легче на душе, знаете, как исповедь. Ну, а ваш брат, он был замкнутый? Нет, со всеми общался, и, знаете, не загруженный, чтобы сказать, такой замкнутый был. Нет. Такой миролюбивый, доброжелательный человек, обычный житель города, страны. Дружил со всеми хорошо был, с ребятами. У него прекрасное окружение, друзья прекрасные. Сейчас все семьи имеют, радуюсь, вижу на них, смотрю, детей имеют. Мог бы тоже сейчас. Ну да, сейчас бы я, может, племянников нянчил бы. К сожалению, вот видите, он такой поступок совершил. Снился очень редко, только так ночью сам вспоминал, лежал. Бывало, в подушку заплачешь, а что поделать, да? Родной брат, тяжело. Ну вот сейчас младший есть брат, тоже стараюсь объяснять, говорить. Сейчас в армии он сам выбрал, захотел. Все равно Нет такого страха, что он тоже, не дай бог, вот семье... переживаю за все, куда пойдет, как себя поведет. На опыте нашего старшего брата тоже что-то объясняю. На опыте других людей, которые делают поступки неправильные, ошибаются. Поясняю ему, чтобы он так не вел себя. Понимаете? Все равно воспитываешь, как в наших традициях, да? Старший, младший, где себя как повести, как сказать, что вредно для тебя, что к чему может тебя привести. Вроде прислушивается, им приятно, вот, видите. Кроме того, чтобы умереть ради защиты своей семьи, своей родины, больше ни за что-то умирать нельзя. Но, опять же, это сущность людей, они настолько это принимают близко к сердцу, да, у них психология сбивается, все, он не может жить с этим. Он все с этим не может жить, но очень часто, если этот человек, на самом деле по глупости в это попал, да, ему начинают объяснять, слушай, это там, да, произошло, ничего страшного, живи дальше, мы там выносить это на люди не будем, мы с тобой также будем здороваться, все нормально, только, естественно, принеси тот долг, что ты должен. Они ему время продлевают, но как бы не доводят до того, чтобы ему жизнь ломали, если это все сам по себе хороший. В голове у меня не складывается, за что. Разве это стоило того, чтобы оставить своих детей одних сиротами из-за такой ерунды? Мы знаем убийц. Одни отсиживают срок, другие даже не попадают в тюрьму. Но они продолжают жить. Они живут, и не стали они ни для кого изгоем. Когда Иуда, будучи учеником Иисуса Христа, предал его за 30 сребреников, а потом, после того, как он осознал, что он совершил предательство, он пошел и швырнул обратно эти сребреники и сказал, что я согрешил, предав кровь неповинную. Что сделал дальше Иуда? Он пошел и повесился. Что самое главное в этом проявляется? То, что Иуда не попросил прощения у Бога. Он не обратился к Богу и не сказал: Боже, прости меня. Боже, дай мне силы измениться и искупить этот грех. Он просто на себе поставил точку. Для него больше не было, по его мнению, никакого выхода. Вот чем страшен этот грех. И предательство, и плюс самоубийство.